Невозможно запретить, собственно, коммуникацию. Да? Можно запретить слово «меджлис», а невозможно запретить, собственно, саму суть, потому что это уникальная система самоорганизации. Давайте поговорим об этом. Это своеобразная система самоорганизации. Она в себя вмещает два важных аспекта. Один аспект институциональный, то есть меджлис как институт. То есть это здания, печати, штампы, люди в кабинетах и так далее. И второе – это меджлис как общественное движение, как национальное движение, как нечто массовое, что объединено вокруг некой идеи. Да? Так вот, если та или иная организация, она представляет собой лишь институт, запретить ее и поставить крест на ее существование намного проще, нежели когда эта организация, она представляет собой также и некое общественное движение, в данном случае национальное движение. И меджлис как раз-таки совмещает в себе вот эти два параметра. То есть, с одной стороны, в Крыму это всегда был институт, вы всегда знали, куда пойти, к кому обратиться и где это находится, с одной стороны. С другой стороны, это нечто массовое, что могло инициировать и провоцировать определенные массовые явления в Крыму, когда тысячи и тысячи крымских татар выходили в поддержку тех или иных решений меджлиса, в поддержку тех или иных действий. Так вот, дело в том, что, да, действительно, оккупанты, они смогли, по сути, запечатать вот то здание на Шмидта, которое всем известно, да, в Симферополе, в центре Симферополя, на берегу Салгира. Но, с другой стороны, ты не запретишь общественное движение, национальное движение. Национальное движение крымских татар, на самом деле, это намного больше, чем просто меджлис. И это намного дольше, чем меджлис. Это то, что начиналось еще во времена ссылки, в местах депортации, в 50-е годы в Узбекистане, в других среднеазиатских республиках. И то, что длится до сегодня. То, у чего идея в целом сформулирована достаточно просто, это восстановить наши права.